Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане появится новый телеканал, опубликованы изменения в порядок получения водительских удостоверений в Туркменистане, в микрорайоне Парахат-7 построят новый парк и 23 современных 9-этажных дома и другие новости. В структуре Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана появится новый телеканал «Аркадак», который начнет выходить с передачами в эфир с сентября 2023 года. Постановление о его создании подписал президент Сердар Бердымухамедов. В Туркменистане были внесены изменения в порядок проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В часть 16 внесено следующее дополнение. Водительское удостоверение может быть выдано уполномоченному представителю лица, сдавшего экзамен на основании доверенности. Ознакомиться с полной версией документа можно на портале правовой информации Министерства Адалат Туркменистана. В микрорайоне Парахат-7 в Ашхабаде построят новый парк и 23 современных 9-этажных дома с благоустройством прилегающей территории, инженерными коммуникациями и дорогами. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов, разрешив хакимлику города Ашхабад заключить дополнительные соглашения контрактом на проектирование и строительство. Туркменская делегация примет участие в первом заседании Туркмено-Таджикского делового совета в Душанбе, который состоится 8-9 апреля. В эти даты в Душанбе также состоится бизнес-форум предпринимателей двух стран. Из Туркменистана на эти мероприятия прибудет обширная делегация в составе 100 человек. В рамках заседания делового совета будут обсуждены перспективы сотрудничества двух стран. Кроме того, планируется выставка экспортных товаров Туркменистана и Таджикистана. Проживающие за рубежом россияне теперь могут получать пенсии и иные выплаты в рублях на банковские счета, открытые в России или за границей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. На сегодняшний день в Турции обучается более 12 тысяч туркменских студентов. Об этом сообщил глава управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Саид Юсуф. Мы хотим вывести сотрудничество в сфере образования с Туркменистаном на гораздо более высокий уровень, охватить большое количество успешной туркменской молодежи и включить ее в нашу систему, а также предоставить стипендии для получения образования в Турции, отметил Саид Юсуф. С июня 2023 года пирамида Хеопса в Гизе закроется на реставрацию. Работы будут проводиться внутри пирамиды, поэтому туристам вход в нее будет закрыт. На период реставрации для путешественников откроют пирамиду Микерина. Пирамида Хеопса – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта. Единственная из 7 чудес света, сохранившаяся до наших дней. Российский кинопрокатчик Central Partnership планирует запустить отечественный аналог кинотеатрального формата IMAX под названием COSMAX. В настоящее время новинка проходит процедуру патентования. Первым фильмом, который планируется продемонстрировать в формате COSMAX, станет «Вызов» Клима Шипенко. Съемки этого фильма частично велись в космосе на Международной космической станции «Союз-МС-19». Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств провела чемпионат страны по панкратиону. В соревнованиях принял участие Абдулла Тайханов из Туркменистана. Он оказался сильнейшим в весовой категории до 66 килограммов. Тайханов получает высшее образование в Белорусском государственном университете. Туркменская тяжелоатлетка завоевала бронзу в рывке на юношеском первенстве мира в Албании. Гулялек Какамурадова добилась этого успеха в весовой категории до 64 килограммов. Команду Туркменистана на юношеском мировом первенстве в Албании под руководством Гурмандурды Амадова и Ахмеда Сарыева представляют 9 штангистов. После 5 дней соревнований сборная Туркменистана с 10 медалями занимает в командном зачете второе место, уступая лишь команде Филиппин. Национальная сборная Туркменистана по футболу обыграла в среду эмиратский клуб «Юнайтед» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Шардже. Встреча завершилась победой туркменской команды со счетом 3-1. Футбольный клуб «Юнайтед» выступает во втором дивизионе ОАЭ. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.